Я родился в Ламбатре, городе Ламбатре, Монголии. С детства учился в музыкальной школе. Это по-нашему высшая школа музыки. Я там 12 лет учился, потом закончил в 1978 году. Закончил музыкальное училище. Потом работал 5 лет в городе Эрдинете, Монголии. В 1982 году поступил в Улан-Удэнский институт культуры по специальности театральной режиссуры. В 1989 году, после окончания института культуры, приехал в Якутский АССР в то время. Вот до сих пор работаю здесь, в музыкальной школе, уже 30 лет. Учу детей по классу флейта. Да, у меня семья интернациональная, поэтому я постараюсь детям отдать что свое монгольское. Они все наши обычаи знают, соблюдают это обычай. У меня 2 детей и 3 внучки. Жена тоже со мной работает вместе. Хореограф. Вот нынче мы впервые делали национальный праздник Якутии, Сех. Именно. Очень много гостей были. Очень прекрасно нас приняли, наши земляки. Я очень рад. В Монголии, как вы знаете, у нас религия – это буддизм. Мы все относимся к буддизму. У нас есть прекрасные тацаны. Там мы молимся. Как молимся? Мы, когда захотим, просто идем там, поделиться там приходим, молимся, радостью, горе, все там. У нас нету такого, как мусульмане там по пятницам там молятся, нету такого. Если хочешь дома, ты, пожалуйста. У каждого дома есть свои буддистские рисунки, картины там висят. Ну вот я более 30 лет здесь работаю. Ну, просто мне так кажется, у нас детей с детства обучают уважать старших. Это уже такая традиция у нас. Очень особенно, да? Если старший что-нибудь сказал, ты должен это делать. Вообще-то не имеешь права отказать, например, да? Старшее поколение, поэтому это с детства уже, столько я помню, это у нас так принято. У нас в семье-то очень много детей же, если сравнительно, там, 15, там, и 10, и самый маленький, там, 3-4, это самое такое. У нас, например, сейчас Россия, если 3 детей меньше, уже многодетные, да? А у нас там с 5-7 начинается уже много детей. Поэтому вот, детей вот так воспитывают. Уважать старших, уважать других. Вообще так принято у нас. Человек родился, там пепелем мажет, да? Это тоже у нас есть обычай такая. Если человек пришел первый раз к вам, в гости пришел ребенок, особенно. А потом вечером, когда ребенок, уходит, с гостя уходит, да, обычно особенно надо отметку ставить пепелем. Потому что лишние такие абахи говорятся, это чтобы не трогали. А когда детей рождаются, маленькие детей, когда они спят, всегда улыбаются, да, именно такая бывает, да, поэтому монголы говорят, это лиса пришла. Ага. Поэтому, когда рождается ребенок, рисуя такую фигуру лисы, ложит под подушку, например, чтобы лиса не
Что они же обманчивы, говорят, пойдем, со мной пойдем. Поэтому мы всегда сохраняем эту традицию, чтобы как первый ребенок рождается, фигуру в лесу на войлике особенно делаем, или нет, на картоне, на бумажке режем и под подушку ложим. Тогда ребенок спокойно спит, успокаивается. Вот такие обычаи есть. Ну, в Монголии всегда молоко, это брызгаем на природу. Когда приезжаешь куда-нибудь, обязательно, да. Мы же оладьи кормим за природу, у нас молоко. А у нас национальная одежда у нас такой очень распространено. Не только праздник одевают, у нас каждый день одевают. Универсальные. Например, вот так ходим, да? Если холодно, можно уши закрывать вот так. А этот задний часть, это шею закрывает. Вот такой. Можно так ходить. Для интереса можно. А можно вообще так ходить. Например, пожилые люди, они без монгольских халатов, без этих не ходят почти что. Очень такой, есть такой нарядный, просто рабочая одежда, все равно они так, монгольские, национальная одежда. И там сапоги монгольские, шапки тоже. В древнях особенно все ходят в своей национальных одеждах. Это же орнамент монгольский, это для мужчины вот это должно быть на груди. Очень похожи наши орнаменты, сахалы. Чингисхан, ну, как вы знаете, это всем миру известно, это человек тысячелетия. Вчера было исполнился бы великому нашему Чингисхану 856 лет. Вчера только что исполнился. Ну, Чингисхан это для монголов, это все. Для монголов. Мы себе сами считаем, это потомки Чингисхана, великого хана. Некоторые говорят, Чингисхан был такой, как бы, жесток. На самом деле, Чингисхан объединял нас. Объединял по всему миру. Вот всякие истории пишут, там, убивал, там, это, мне кажется, не так, потому что история сейчас присматривается. Именно Чингисхан, идея была, чтобы по всему миру были спокойно, жили люди радостно. Поэтому сейчас уже осознали мир, в 2000 году его признали человеком тысячелетия. Я рад, горд. Ну, я почему выбрал эту профессию музыканта, именно флейту. Когда я учился в 2 классе, у нас проверяли, то есть на музыкальную школу. Но я там ходил, как все дети проверяли, сказали, ты можешь завтра прийти с родителями в школу, музыкальную школу? Хорошо, я приду. Ну, вечером пришел, мама сказала, что мама, я поступил в музыкальную школу. Но мама как-то мне это сказала, что там очень трудно будет, сынок, ты устаешь, там много нагрузка там будет. Потом вечером папа с работы пришел, я папе тоже говорю. Но мама сказала, что давай, говорю, посоветуемся с папой. Но вечером папе рассказали мне. На следующее утро я пошел. И как раз этот педагог, который меня учили в течение 19 лет, это заслуженный артист Монголии, известный и музыкант Церендорж. Я вот у него учился.
Я до сих пор не жалею, я горжусь своими учителями, которые меня учили. Я вот тоже сейчас и по их поступу учу детей. У меня тоже есть хорошие ученики, радует. Они уже взрослые музыканты есть. Некоторые не пошли музыкой, но поют. Очень известные люди вот, у нас в республике есть. Но сейчас в филармонии работает Иванов Миша. Еще, вы, наверное, помните, тут в студии Егоровых учился ребенок Эрдене Амрин. Он сейчас, вот позавчера, стал лауреатом российского исполнительского искусства в городе Владивостоке. Вот такие мне. Еще один работает Илья Гаврилов, заместитель директора театра эстрады сегодня. Вот такие у меня много. Вот мою первую песню Омыкол написал стихи за 20 минут. Мои песни поют Эрчен, поют песню про маму. И заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Анастасия Готовцева поет, Константин Степанов поет. Еще мои студенты поют, мои ученики поют. Ну, я так просто сначала для себя писал, потом мне уже тянет эту музыку. Очень много у меня музыкальной аранжировки есть. Я выпустил 2 альбома, диска выпустил. Ну, просто хочу сказать, что всем людям всегда надо жить радостно, улыбаться всегда, относиться друг к другу вежливо, как бы друг другу всегда надо помочь, если понадобится. Говорят, если тебе поможешь другим, а этот всегда тебе приходит, говорят. Поэтому постараемся всегда кому-то помочь. Возможности. Не обязательно там деньгами, просто хорошее слово скажешь, это уже. Поэтому всегда друг друга надо уважать, любите друг друга, улыбайтесь всем. О, Якутия для меня это, наверное, вся моя жизнь, наверное, связана с Якутией. У меня очень много друзей. По всем улусах работают. Это выпускники нашего института культуры, Восточно-Сибирского государственного института культуры. Очень знаменитые люди.
Ну, как вы знаете, я сознательную жизнь здесь прошел, поэтому у меня больше друзей здесь, чем в Монголии. Вот так.